Стрела, вы натягиваете чуланы. Постарайтесь ровно стоять. Задерживаем дыхание, чтобы уздатух чхана вы мехтада дать. А дыхание задержахты ахтада туху пишет. Айна Льянова по прозвищу Амазонка имеет остро-орлиный взгляд. Может попасть в мишень с расстояния 75 метров. Еще в 2011 году, не имея опыта и техники стрельбы, она выступила на открытой игре по стрельбе из лука. За считанные минуты, сориентировавшись в ситуации, она заняла первое место, удивив такой меткой стрельбой. Так и начался ее путь к почетному титулу Амазонки. Ну, я начинала так, как хобби начиналось, а потом с каждым годом все интереснее становилось, и для себя что-то новое узнавать в этом виде спорта, и поэтому начала заниматься. Мне помогает то, что издревле наши бабушки, там, можно сказать, старшее поколение, именно девушки были амазонками, это меня и натягивает на то, чтобы дальше участвовать и стрелять из лука. На Кавказских играх Айне удалось занять второе место. Правила игры были просты. Каждый участник отбирался в меткости стрельбы на расстоянии с 20 метров. И с каждым этапом это расстояние увеличивалось. Ей же удалось дойти до отметки 75 метров. На этом расстоянии увидеть мишень крайне сложно. Диаметр в 50 сантиметров становится маленькой точкой. Ребята были восхищены мастерством Айны. Многие даже проявили желание записаться в клуб. Мне очень понравилась стрельба из лука. Я думаю, что в дальнейшем я куплю себе лук и начну заниматься этим занятием. Очень много эмоций мне принесло. Мне очень сильно понравилось. Я не думала, что от стрельбы из лука можно получить столько эмоций. Этим увлекательным видом спорта в регионе занимаются не так много людей, но с каждым новым турниром или мастер-классом желающих обучиться стрельбе из лука становится все больше. Организаторы уверены, связано это с искусным владением оружия, которым ингуши славились издревле. Но наши предки не могли и мечтать о подобном луке, имеющий ряд преимуществ по своим характеристикам. Современное метательное оружие при попадании в мишень из поролона пробивает его насквозь. А самое сложное занятие лучников – вынимание стрелы из цели. Если сейчас стрелы вытаскивать очень сложно из специальных изолоновых мишеней, то раньше, в древности, наконечники были совсем другими, и во время битвы, сражений воинам иногда приходилось оставлять стрелу в теле и все-таки ломать ее, и дальше продолжать сражение или бой. Федерация по стрельбе из лука сегодня знакомит людей с традиционным оружием. Они верят в потенциал наших детей и в будущем видят их триумфы на международной арене. И с помощью той финансовой поддержки, оказываемой Росмолодежью, Спортивной федерации по стрельбе из лука, у них есть возможность реализовать свои идеи. Мы, не ожидая для себя, когда мы начинали все это делать, действительно, школьники, здесь был ажиотаж вообще. И каждый очень серьезно относился к этому оружию, можно так сказать. И не раз показывал хорошие результаты на региональных играх, которые мы выстраивали у себя. Зарабатывали первые места. У организаторов уже готов целый план для развития стрельбы из лука в Ингушетии. Новобранцев набирают почти каждый день. Есть также среди них и талантливые, которые в будущем планируют посетить Кавказские игры и дальше будут представлять республику на всероссийских и международных турнирах. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Марбек Миржоев. Новости 24.